Нефть – это важнейший ресурс. Это экономика, это и политика. Но мы сейчас не про экономику и не про политику. Мы сейчас про историю. Село Шугурово, то, что на юго-востоке Татарстана, возможно, осталось бы мало кому известно, если бы не здесь была та самая скважина, которая дала первую промышленную нефть гигантского ромашкинского месторождения. Сейчас здесь уникальный музей нефти под открытым небом. Там собрана история поиска нефти длиною в 3 века. Итак, земля в этой местности буквально пропитана нефтью. Местами она выходила на поверхность, подобно родникам. В 1753 году первым про эти нефтяные озера написал Надыр Уразметов. Объезжая свои земли, доставшиеся ему от казанских ханов, владелец медно-литейных заводов вдруг решил из нефти делать смазку для колес и готовить осветительное масло. И написал об этом в Берколлегию. С заводом не сложилось, но информация была услышана. И изучать удивительные места приехали ученые. Академик Петр Рычков, естествоиспытатель Иван Лепехин и энциклопедист из Берлина Петр Симон Паллас. Местных жителей маслянистая черная жидкость не особо удивляла. Они черпали ее ведрами и приспосабливали к хозяйству. Смазывали колеса и сбрую, обмазывали амбары, нефтью даже лечились, полоскали рот и прикладывали к ранам. 19 век – век нефтяных экспериментов. Они проходят параллельно в разных концах мира. Крестьяне-братья Дубинины строят перегонный куб и получают керосин. А в районе Баку бурится первая в мире скважина. В 1859 году американский промышленник полковник Дрейк осваивает технологию механического бурения, а Джон Рокфеллер начинает промышленную переработку нефти. Начинается эра керосина. Мир, конечно, еще не готов к масштабной нефтедобыче. Еще нет технологий. Да что там технологий? Нет даже подходящей тары. Нефть возят в деревянных бочках для сельди. Ее объем 159 литров. Это, кстати, и есть тот самый баррель. Промышленники пытаются хорошо заработать и ищут для нефти новые применения и новые рынки сбыта. Этот период потом назовут нефтяной лихорадкой. Одним из таких искателей был молодой американец Ласло Шандор. Его бизнес-идея – это осветительные фонари, работающие на газе из нефти. Своим рынком сбыта Шандор выбрал Россию. В июне 1859 года он прибывает в Санкт-Петербург, а 4 года спустя 7 тысяч фонарей его конструкции уже стоят на улицах города. Но фонари требовали бесперебойных поставок нефти. Из Америки это долго и дорого. Надо искать здесь, в России. И Ласло в команде Арделеона Новосельцева отправляется на Таманский полуостров. Для американцев эта экспедиция прошла не очень удачно. Контракт с ними расторгли. А вот для России хорошо, даже отлично. Там впервые применяют автоматическое бурение, и через пару лет страна получит фонтан нефти. Этот день 1866 года считают началом отечественной нефтяной промышленности. Но вернемся в Поволжье. Здесь в это же время ведут свои исследования русские геологи Еремеев и Романовский. Они считают Казанскую, Симбирскую и Самарскую губернии очень перспективными зонами для поиска нефти. На практике это доказал бугульминский помещик Малакиенко. Его скважина глубиной 75 метров дала 80 ведер нефти. Из нее он даже изготовил неплохой керосин. Но цена керосина в то время была 7 копеек за пуд, а денег на разработку ушло 400 рублей. В общем, так себе рентабельность. Для дальнейших экспериментов средств не осталось. Государство никак не помогало таким энтузиастам. Казна получала откупные в размере 10%, и на этом все. Такой подход серьезно тормозил развитие отрасли. Откупную систему отменят только в 1872 году, и тогда начнется подъем и новый этап. Но это будет потом. А пока весной 1867 года господин Шандер после неудачи на Тамане, вдохновленный исследованиями ученых, отправляется в Шугурово. У него было 3 паровые машины по 10 сил каждая, инструменты, деньги и некоторый опыт. Ласло берет в аренду землю и закладывает 5 скважин. Самая глубокая будет 354 метра. Кстати, теперь она ценный экспонат музея. Еще один уникальный экспонат – это штольня в горе. Там американец добывал нефтеносный грунт, переваривал его и получал битум. Все это делалось руками местных жителей, отчего поселение быстро развивалось. 10 лет провел американец в Шугурово, но нефти он так и не нашел.
Зато потратил весь свой капитал – 850 тысяч рублей. По его расчетам, на продолжение требовалось еще не менее 3 миллионов, но поддержку от государства он так и не получил. Свернул работу и уехал ни с чем. Забегая вперед, скажем, что до промышленной нефти оставалось всего 155 метров, но преодолеют их только через 65 лет. Дальше на ход развития отрасли повлияли несколько важных изобретений и открытий. В 1879 году появляется лампочка Эдисона. Эпоха керосина подходит к концу. В 1883 году Готлиб Даймлер создает бензиновый двигатель, а через 2 года вместе с Карлом Бенцем – автомобиль. В том же году братья Рейнхард изготавливают первую в мире бесшовную стальную трубу. Эпопея с бочками закончилась. А в 1903 году в небо взлетает самолет братьев Райт. Нефть разбирается на составные части, и каждая часть востребована. Даже тяжелый битум нашел себя в строительстве асфальтовых дорог. Кстати, гудронный заводик Шандера был продан и со временем стал серьезным предприятием по производству асфальта. Дальше была революция. Молодая советская власть возобновляет нефтеразведывательные работы. Но опять неудача. Недостаток квалифицированной рабочей силы останавливает активную разведку еще на десяток лет. В 1939 году угроза захвата Германии и северокавказских месторождений стала мощной мотивацией вновь вернуться к разработке поволжских территорий. Сюда были отправлены самые лучшие ученые и применены все существующие технологии. Стране была нужна нефть. Стране было нужно много нефти. И недра, наконец, покорились. В 1943 году, в самый разгар войны, Шугуровская скважина номер 1 дает первую нефть. Это был не фонтан, но это была победа. Фонтан будет, но чуть позже, в 1948-м. Тогда и объявят, что открыто Ромашкинское месторождение, одно из гигантских месторождений нефти в мире. Пронаблюдать весь цикл развития нефтедобычи очень увлекательно. И это можно сделать в музее в небольшом селе Шугурово.